Высший международный совет по свободе вероисповедания 2023 года официально открылся в столице США, Вашингтоне. Геноцид и преступления против человечности, которым подверглись уйгуры, стал одним из главных тем церемонии открытия, состоявшейся утром 31 января. Среди выступавших Нури Туркель, председатель Американского комитета по международной религиозной свободе, Зуйбара Шамсатин, исследователь уйгурского проекта по правам человека, Рушен Аббас, президент организации уйгурского движения, Джевер Ильхам, координатор проекта, и Арслан Хадият, руководитель программы организации уйгурского движения. По прямой рекомендации президента Казахстана представитель уйгурского народа Закиржан Кузиев был назначен членом Сената парламента Казахстана. По имеющимся данным, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были назначены и избраны новые члены Сената парламента Казахстана. Среди членов Сената, назначенных президентом Токаевым от Союза народов Казахстана, представитель уйгурского народа Закиржан Кузиев. Назначение уйгурского представителя членом Сената парламента Казахстана вызвало обсуждение среди уйгурской общины Казахстана, особенно в прессе и социальных сетях. В преддверии ожидаемого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в начале следующей недели в китайских СМИ появилось сообщение о том, что Вашингтон должен отказаться от своей одержимости сдерживанием Китая. В комментарии, опубликованном в газете «Женьминь Жибао» Коммунистической партии Китая, которая управляет страной, подчеркивалось, что разногласия между двумя странами не должны создавать препятствий для развития отношений. Блинкен станет первым государственным секретарем США, посетившим Китай за минувшие 5 лет. Последний раз бывший министр Майк Помпео посещал Пекин в 2018 году. Строгие меры контроля за эпидемией, введенные в Китае в течение 3 лет, и кризис с недвижимостью опустошили казну местных властей. В Китае некоторые города больше не могут предоставлять базовые услуги, и риск дефолта возрастает. В ноябре и декабре у тысяч людей в северной провинции Хэбэй возникли проблемы с отоплением домов из-за нехватки природного газа, согласно многочисленным сообщениям китайской прессы. Министерство обороны Тайваня объявило, что обнаружено 9 китайских военных кораблей и 34 воздушных судна в окрестностях Тайваня. Полеты были совершены после того, как новоизбранный президент Чешской Республики Петр Павел провел телефонный разговор с лидером Тайваня Цай Иньвэнем. В Египте, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Ливане сильные дожди, ветер и пыльные бури приводят к транспортным, медицинским и энергетическим проблемам.